Это «Запрещенный Кавказ». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об инциденте, связанном с обычной похабной шуточкой в Comedy Woman про эскорт-услуги. Очередная бездарная штампованная шутка имела место в эфире ТНТ. Непритязательные зрители шапиточной постановки о службе эскорта стандартно поржали на сценку, где девицы из службы сопровождения эскорта изображали эту, в общем-то, привычную страничку российской действительности, где молодые женщины в первую очередь ассоциируются как однозначно умственные блондинки, причем с тягой ко всему, что связано с древнейшей профессией. Известно, что ширпотреб не может быть талантливым. Помните шедевр от Галустяна, когда он решил блеснуть отвагой сочинского мачо-армянина и сделал так себе посредственную пародию на Кадырова? Я уверен, сам без ведома Кадырова. И помните, что из этого вышло? Как потом Кадыров и Галустян объявили, что это было где изначально так задумано, такой где творческий дуэт, как бедный Галустян извивался ужом, как потел, изображая этакого оторвягу на равных с Кадыровым парня. На мой взгляд, весьма жалкое зрелище. Мне кажется, после этого как-то сник фонтанирующий юмор Миши из Сочей. По меньшей мере напор и градус фонтана несколько снизился. Почти то же самое повторилось на ТНТ теперь с попыткой обсмеивания девушки-горянки, девушки-ингушки в образе этакой злобной лохушки с ярко выраженным армянским акцентом, с нехарактерным для северокавказских девушек, горбатым носом. Что это было? Кто автор перла? Чья блестящая идея? Ничего не имею против всего армянского народа, но много армян в Comedy Club. Они должны понимать, что девушку-горянку представлять так не можно. С указанием национальности категорически нельзя. Павел Воля из Пензы этого может не знать, или Галыгин, но те, кто с Кавказа. Очень часто армянские коммерсанты вводят меня лично в смущение. То они бьют себя в грудь: мы все кавказцы, мы братья. То противоположное с экрана: мы никакого отношения к Кавказу не имеем. Господа, определитесь, не томите нас, просто кавказцев. Безусловно, юмору все положено, все разрешается. Все, кроме явной лжи, кроме клеветы. Когда изображают кавказцев этакими карикатурно озабоченными ухажерами, окей, мы смеемся вместе со всеми, потому как, есть грех. Часто подкида прекрасного полу темпераментные кавказцы. Мы готовы смеяться над нашими особенностями, даже гиперпреувеличенными вами, господа коммерсанты, от юмора. Но, простите великодушно, в том, что касается наших девушек, наших старших, нашего того, что называют кавказскостью или даже кавказнутостью, здесь стоп, здесь красная черта, здесь высокое напряжение, как говорят, не влезай, убьет. Почему такое табу представлять наших женщин потенциальными эскортницами, например? Потому, уважаемые те, кто плохо знает кавказскую, войнахскую, дагестанскую, адыгскую, карачаево-балкарскую, абазинскую, нагайскую особенность менталитета, наши девушки для нас в подавляющем основном сестры, наши сестры, матери, наши матери или матери наших детей, а все это свято. Можем позволить шутить над многим, но не на тему девушка-ингушка-эскортница. Так и случилось. Смех был недолгим. В главный офис ТНТ пожаловали до 60 уроженцев Северного Кавказа, которые были возмущены этой неумелой и неуместной шуточкой.
Гендиректор Comedy Club господин Левин извинился. Извинилась и одна из главных звезд шоу Екатерина Скулкина. Инцидент вроде, слава богу, исчерпан. Дело в том, однако, что эта нешутейная шуточка имеет достаточно дурной не только вкус, но и запах. Во-первых, есть некоторые основания предполагать, что работающие над подобными проектами на ТНТ, пишущие, по-моему, как раз-таки сценарии, Давид Салаев и Таймураз Бадзиев, если и не являлись авторами и инициаторами этого конкретного направленного на ингушей грязного пасквильного намека, то вполне могли быть теми равнодушными соучастниками, которые, как известно, гораздо хуже убийц и предателей. Они обязаны были проявить разумность. Почему вдруг выбирается именно Ингушка и Ингушетия? Гораздо удобопроизносимее, например, Чечня, Кабарда, Осетия та же. Почему не Карачай? Почему именно Ингушетия? Подвернулось слово? Однако, как говаривал Киса Воробьянинов, не думаю, что в интересах осетинского народа новый виток противостояния. Осетинам очень хорошо известно о мере ответственности и о том, что симпатии всего Кавказа в их конфликте с ингушами или даже грузинами явно не на стороне осетин. Я не склонен обвинять осетинский народ целиком, но их правители сумели их обмануть и сделать совершенно проигрышный выбор. Выбор в противостоянии со своими ближайшими соседями ингушами, взять себе в союзники оккупантов и захватчиков. В истории всегда так. Агрессор всегда уходит, а коренные народы остаются, им некуда уходить. В том или ином виде оккупант, Россия, уйдет из Кавказа и гораздо скорее, чем многим думается. А те преступления, которые совершили осетинские правители, останутся вам в наследство, простые жители Осетины. Вам придется жить в соседстве с ингушами. Все эти ваши барыги, водочные магнаты уедут. У них уже давно все готово для отъезда. Вас же они втягивают в эту истерику, чтобы и дальше грабить вас, простых иронцев, кударцев и наших братьев-дегорцев. А вы все дальше отдаляетесь. Народ, как и человек, обманувшись один раз, обманывается снова и снова. Не обманывайтесь. Противоречия всегда были, бывают и будут между соседями. На Кавказе же этот раздор сеет и подогревает тот, кому надо нас разделить, чтобы легче нами управлять. В этом им помогают наши национал-предатели. Разногласия есть между соседними дагестанскими народами, территориальные, другие, между войнахами, между балкарцами и кабардинцами, черкесами и карачаевцами. Есть, к сожалению. Но ни один из этих народов не призвал оккупанта с танками на помощь себе, чтобы одержать верх над оппонентом. Никому и в голову не пришло такое, и не придет. Это табу, это, извините, западло. Разве адыги, которые потеряли вследствие 101-летней Отечественной войны 95% своего населения, могут призвать агрессора, чтобы при помощи их штыков добиться своей цели? Никогда! А балкарцы, а кумыки нет и нет. А ваши так называемые лидеры приступили эту запретную черту. Более того, вас всех потянули за собой. Осетины, что вы поимели от ингушского пригородного района, от этих кусков земли? Кто из вас стал богаче от этого? Скольких осетин это осчастливило? Ответьте себе. Не надо упорствовать, надо исправлять ошибки прошлого, искать пути примирения с ингушами. Кавказ един и будет един, в том числе в вопросе неприемлемости привлечения заклятого извечного общего врага на борьбу со своим соседом.
Еще один маленький пример. Грибоедов, тот, который горе от ума, говорил, что горцы Северного Кавказа приняли ислам, чтобы не быть одной веры с агрессором, русскими. Это однозначно относится к карачаевцам, которые очень поздно вернулись в ислам, но также, по-моему, относится и к ингушам, боюсь ошибиться. Это об уважении и подражании. Что мы видим у осетин? Я не беру мусульман-дегорцев и мусульманской части иронцев. Я имею в виду то большинство, которое себя называет и считает христианами, хотя фактически всегда являлись язычниками. Я не прав? Хорошо, попробую чисто по-простому аргументировать. Итак, главный святой христиан-осетин Уастерджи. Ну, очень большой святой, как пел Высоцкий, почти что полубог. Это, говорят осетины, Георгий. Алло, Уастерджи Георгий. Где сходство? Две буквы «Р» и «И»? У карачаевцев день недели вторник называется Гюрге. У балкарцев вообще Георгий. Этот день связан с Георгием. В этот день нельзя строгать ножом что-то, стричь волосы, обрезать ногти и так далее. Так кому ближе Георгий Победоносец? Карачаево-балкарскому Гюрге или Георгий, или осетинскому Уастерджи? Но ни карачаевцы, ни балкарцы не претендуют на Георгия потому, как это их христианское прошлое, и они отошли от этого из-за неприязни к захватчикам. Осетины, опять оговорюсь, наверное, с подачи своих продажных толстосумов, стали вдруг в последние 25 лет христианами, братьями по вере своим сообщникам. Честное слово, смешно и грустно. Вспомните каждый из вас, когда началось это поветрие. Спросите у ваших старших. Даже мы, ваши соседи, знаем и помним все эти языческие культовые движения у осетин. И три пирога, и святого Хетага, и прочие святые гор, отдельных деревьев, рек, камней. Это все категорически запрещено во всех монотеистических религиях и в христианстве в том числе. А теперь вы ходите с нательными крестами. Почему? Думаю, это политика. Оговорюсь, христиане с точки зрения мусульман гораздо ближе к истине. Они тоже люди Писания. Язычники – это многобожники с точки зрения иудаизма, христианства и ислама. Многобожие – это прямое предание Творцу сотоварища, то есть страшный грех. Но кавказские народы всегда свято чтили свободу вообще и свободу совести в частности. Будьте христианами, язычниками, буддистами, кем хотите, ваше неотъемлемое право, но не предавайте святой седой Кавказ, память предков. Те, кто вам рассказывает про страсти ингушские, врут вам. Именно эти ваши вруны, чтобы угодить своим московским хозяевам, чтобы те, в свою очередь, позволили вашим врунам-самогонщикам гнать паленое бухло и травить вас и другие народы России, разожгли пожар. Ну, вспомните, как все начиналось, как все было. Много вы выиграли от того, что с вашего одобрения грязный сапог топтал святую ингушскую землю. Много выиграл каждый из вас, кто сейчас слышит меня. И знайте, что получили какие-то выгоды только те, кто мародерствовал или разбойничал. Но ни один мирный осетин ничего не получил. Ничего. Но очень многое потерял. Мы все народы Кавказа склонны не доверять вам, как не доверяют люди тому, кто однажды предал. Решать вам, совершившие ошибку и продолжающие упорствовать в заблуждении, господа осетины. Еще ремарка. Что делает, что творит Россия сегодня в Украине? Вы более близкие братья русским, чем украинцы? Думаю, не на то вы поставили. Вас кинут очень скоро. Ингуши же были
есть и будут достойнейшие, доблестные, надежные члены единой семьи народов кавказских от Каспийского до Черного моря. Мы победим. Сегодня с удовольствием говорю: слава Ингушетии! Глубокое братское уважение прекрасным ингушкам. На сегодня это все. Пусть хранит вас Всевышний. До свидания.